Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» объявляет набор на 2021-2022 год. 10 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров республики. Разбираться в тонкостях кадрового конкурса мы будем вместе с нашей сегодняшней гостьей Лорой Павловой. Лора, здравствуйте. Добрый день. Прежнее название конкурса носила деловая игра «Министр». Скажите, что изменилось в этой игре, кроме названия? Да, действительно, в основе республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» является игра «Министр», которая проходила в нашей республике на протяжении уже 12 лет. И благодаря крепкому фундаменту, который был построен именно на ценностях, мотивах, взглядах людей, которые участвовали в игре «Министр», мы решили, успешно смогли реализовать именно новый формат этого конкурса. И после окончания оценочных этапов и выявления 300 талантливых финалистов, они будут обучаться по программе развития прорывных компетенций Lab Talent, по лаборатории талантов, где помимо именно погружения в обучающую среду на протяжении 9 месяцев, они будут также расширять свои горизонты во своих возможностях, преодолять какие-то свои внутренние страхи и проявлять решимость и твердость духа. То есть это именно изменение в формате игры и эта акселерационная программа. Скажите, а кто может стать участником конкурса «Таланты Якутии»? Должны быть какие-то особые умения или навыки, которыми должны обладать конкурсанты? И важно ли участнику иметь высшее образование? Еще в начале новой истории талантов мы говорили о том, что новое общество создает лидера нового формата, то есть лидеры, которые обладают ценностями именно гуманности и сотрудничества на благо окружающих. И, конечно, наша задача выявить таких самых талантливых, мотивированных специалистов, лидеров, управленцев, которые будут нацелены не только на улучшение жизни населения республики, но и нашей страны и мира. То есть здесь уже и в профессиональном плане, и по образованию уже не имеет смысла, если человек мотивирован улучшать что-то. Скажите, а какие перспективы открываются перед участниками конкурса? Если мы берем просто обычного человека и тот, который принимает участие. Если судить по опыту финалистов 2020 года, то помимо того, что участники смогут реализовать проекты, они смогут расширить именно свои грани возможностей, как я уже говорила ранее, получить много опыта не только от участия в конкурсе, но и от взаимодействия с людьми, с которыми они будут на протяжении всего проекта. И, конечно, самое важное, которое хочется отметить, это того, что жизнь человека, она действительно меняется, если мы говорим по опыту. Меняется жизнь самого человека, и он также меняет жизнь своих окружающих людей. И данный конкурс действительно стал площадкой для внедрения социально значимых проектов, которые помогли многим якутянам уже оперативно какие-то решить болевые вопросы, допустим. Скажите, кого бы вы могли назвать из нынешних руководителей, которые в свое время некогда проявили таланты, как раз приняв участие в данном конкурсе? На самом деле игра «Министр» и сам конкурс «Таланты Якутии» — это очень колоссальный показатель того, насколько у нас вообще в республике живет целеустремленных, талантливых людей. И если мы выделяем таких самых крутых, скажем, это я могу выделить лично как Павла Мариновича Алексеевича, генеральный директор «Алмаза Набара», Таисия Батуева, это руководитель многофункционального центра республики, также Глушко Дмитрий Евгеньевич, который являлся заместителем просвещения Российской Федерации. И также, конечно же, это Семенов Анатолий Аскалонович, министр инноваций. Тогда давайте напомним нашим зрителям, с какого года в нашей республике реализовывалась сначала деловая игра «Министр», а теперь уже и «Таланты Якутии». Она, получается, реализовывалась с 2007-2008 этих годах, если я не ошибаюсь, и до 2019 года она являлась как республиканская деловая игра «Министр».
И уже в 2019 году, увидев того, насколько крутых проектов были разработаны, да, во время, вот на протяжении всей игры «Министр», и насколько очень много талантливых действительно специалистов, управленцев, да, были на игре, мы решили действительно поменять формат таланты, да, на самого конкурса на таланты Якутии. Когда завершится прием заявок от конкурсантов? И могут ли делегировать своих работников руководители предприятий? И, кстати, вот о частных компаниях. Вот мы с вами говорили Алмаза, Набара и прочие государственные учреждения. Вот и что касается частных компаний, вот они тоже имеют ли право принимать участие? Да, конечно. Завершится у нас конкурс 26 октября этого года. Если мы говорим о том, кто может принимать участие, у нас, допустим, в 2020 году были из всех сфер профессиональной деятельности, это как культура, образование, медицина, промышленная деятельность, да, государственная служба, незанятые, индивидуальные предприниматели. Но самое главное, чтобы эти люди, они мотивированы. И вот если вы мотивированы изменять и улучшать, да, нашу республику, то, конечно, это колоссальный опыт и хорошая площадка. Скажите, а вот ограничения по возрасту есть ли какие-то среди участников, скажем, до 35, до 45 лет? Участниками республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» могут стать от 18 до 45 лет участниками. Какие задания ждут участников конкурса? У нас несколько отборочных этапов дистанционных. Первое – это оценка компетенций, да, именно вот прохождение психологических тестов. Затем идет оценка на общие знания, да, и затем идет большая оценочная сессия, где участники будут решать бизнес-кейсы, да, квесты проходить, какие-то проходить, допустим, интервью, да, с экспертами, где уже после окончания вот этого будут выявлены 300 финалистов. И очень хочется отметить того, что очень многие говорят, ну, как бы не верят в свои силы, да, и очень боятся не пройти. И в любом случае, даже если человек не прошел первый этап, второй этап, мы как эксперты и организаторы ему даем как рекомендации по развитию. Все это проходит на кадровом портале Arctic Talents, команда.saha.gov.ru, где человек уже в своем личном кабинете после прохождения всех тестов, он видит свои рекомендации по развитию, где у него сильные стороны и где его зоны развития. То есть, если судить опять-таки по опыту, в прошлом году были участники, которые не прошли в финал, но они получили рекомендации эти, и уже в этом году они уже целенаправленно подготовившись уже участвуют в конкурсе. Вы сказали, что 300 финалистов. Получается, что желающих принимать участие в таком конкурсе достаточно? А в прошлом году у нас было 5017 участников, и из них мы уже отобрали 300. И вот с каждым годом, если, допустим, сравнить «Министр 2019», там было порядком 5718, но этап отборочный проходил 3 месяца. А в прошлом году, точнее, отбор, да, вот именно прием заявок проходил только 1 месяц, и уже было 5017 человек. То есть это показатель того, что этот конкурс действительно нужен, и люди хотят, допустим, показать себя, да, проявить какие-то свои возможности, получить опыт и, возможно, реализовать какие-то свои давнейшие идеи уже в жизни. Опираясь на опыт прошлых лет, какова география этого конкурса? Больше участников из столицы республики или из, например, южных или северных районов Якутии? Да, действительно, большинство участников это из города Якутска, но мы также выделяем того, что из всех точек республики у нас были заявки. Во-первых, это, конечно, Мирнинские, Нерюнгринские районы, а также Верхоянские, Аллайховские, если мы берем арктические, да, из Мегино-Кангаласского очень много людей, и из Намского. А по гендерному составу это больше мужчин или женщин среди По участников? гендерному составу, что интересно, больше женщин, чем мужчин, но там соотношение, оно не такое большое, небольшая разница, но женщин действительно больше. Вот мы с вами говорим о том, что этот конкурс напрямую связан с кадровой подготовкой. Скажите, а
У вас есть какое-то сотрудничество в рамках этого мероприятия, скажем, с Центром занятости населения нашей республики? С центром вот сейчас напрямую такого сотрудничества у нас нету, но в будущем мы уже предполагаем, что оно действительно будет, и это уже, знаете, конкурс расширит свои масштабы, потому что на данный момент организаторами конкурса является Министерство по делам развития молодежи и вот Высшая школа инновационного менеджмента. И мы, конечно же, рады сотрудничеству с любыми предприятиями, с любыми госорганами, да, которые проявят желание о том, чтобы расширить этот конкурс и сделать еще более его сильным. А какие идеи в рамках этой деловой игры были воплощены в жизнь, были реализованы, на которые надо, ну, скажем, равняться? Если мы вспоминаем былые времена министра, да, то это, конечно же, было очень много озвученных идей, да, на протяжении всей игры. И можно сказать, что в игре были озвучены такие идеи и уже воплощены сейчас. Это как создание технопарка, да, венчурной компании, Дня Арктики, да, тоже учреждение, да, у нас было такое, дата Дня Арктики и многие другие. Да. И если мы вот также сейчас говорим про нынешний год, да, про 2020 год, уже реализованы некоторые проекты финалистов 2020 года. Да, мы можем говорить о том, что есть команда, существует команда «Лом с умом», которая, допустим, ненужные металлы, да, из сельских районов собирает и перерабатывает это, и денежные средства отправляет, допустим, в администрацию села на покупку спортивного инвентаря, допустим. Или же команда United Arctic Trails, которая создала платформу единую туристическую, где находятся все наши, скажем, маршруты, да, арктических районов и не только арктических. То есть это такая единая база всех наших достопримечательностей. Мы сегодня с вами поговорили о конкурсе «Таланты Якутии». Давайте напомним нашим зрителям, каким образом можно подать заявку на участие в этом конкурсе. Да, до 26 октября 2021 года у нас будет прием заявок, и каждый человек, введя в Гугле, в Яндексе, в любой поисковой сети «Таланты Якутии», натыкается на первую ссылку на сайт «Таланты Якутии» команда.saha.gov.ru. При нажатии, да, скажем, вот этой ссылки, он сразу же натыкается на наш сайт и уже видит общую информацию. И если ему это как-то откликается, да, он видит в этом ценность, он может стать участником и заполнить анкету, отправив нам. Благодарю вас, Лора, за эту интересную беседу. Пожелаю вам очень инициативных и, более того, жизнерадостных участников, которые привнесут очень много идей, которые будут воплощены в самое ближайшее время. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.